Добрый вечер на канале Якутия-24, программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Коррупция. ФСБ и МВД задержали одного из руководителей подразделения аэропорта Якутск. Возбуждено уголовное дело. Инаугурация. Новый глава Якутска вступил в должность. В преддверии тотального диктанта фестиваль грамотности продолжается. В республике. В Якутске запустили Центр грамотности. Русскоустьинцы под солнцем Арктики. Фильм под таким названием показали на Всероссийском кинофестивале. Крымский кадр в Москве произведен фурор. Старт в космос. Юнормейцы отряда воздушно-космических сил и учащиеся информтехлицея Нерингари принимают участие в республиканской олимпиаде. 150 спортсменов на старте. В Алдане началось первенство по лыжным гонкам среди школьников. Сотрудники УФСБ России по республике совместно с Северо-Восточным линейным управлением МВД России на транспорте в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что один из руководителей подразделения аэропорта Якутск, ответственный за авиационную безопасность, совершил коррупционное преступление. Он в сговоре с бывшими сотрудниками аэропорта оказывал содействие коммерсантам в отправке воздушными судами незарегистрированных грузов в северные районы за денежное вознаграждение. Коммерческие грузы доставлялись служебным транспортом до самолетов без проведения каких-либо досмотровых и регистрационных мероприятий. Возбуждено уголовное дело. Прокуратура республики провела 7-й открытый форум по вопросам профилактики особо тяжких преступлений и повторной преступности на территории региона. В открытом диалоге приняли участие члены правительства, представители МВД, УФСИН, Следственного комитета и прокуратуры, а также общественность. Особое внимание уделили вопросам борьбы с чрезмерным употреблением алкоголя как с одним из основных условий преступности граждан. Участники форума отметили, что для снижения количества особо тяжких и повторных преступлений необходимо организовать широкую разъяснительную и пропагандистскую работу среди населения. В первую очередь это касается молодежи. Тема форума является для нашей республики актуальной. Так, несмотря на снижение по итогам 2020 года общего числа зарегистрированных преступлений по республике, возросло число особо тяжких преступлений, в том числе совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Более половины преступлений совершаются лицами, не имеющими постоянного источника дохода. Третья часть преступлений совершается лицами, ранее имевшими конфликт с законом. В республике принят ряд организационных и надзорных мер, однако указанные выше показатели преступности свидетельствуют об их недостаточности и необходимости выработки новых совместных механизмов борьбы с основными причинами и условиями особо тяжких преступлений, а также повторной преступности. Старые вывески давно несуществующих объектов в Ленске не только портят внешний облик города, как оказалось, многие из них размещены незаконно. Это же касается и свежих рекламных баннеров. Специалисты районного комитета имущественных отношений взялись наводить порядок на улицах Ленска. Сюжет Анны Кожевниковой. Подлежат ликвидации все незаконно размещенные рекламные вывески. В прошлом году Комитетом имущественных отношений Ленского района было демонтировано 10 конструкций. В этом планируют убрать уже 20. Жители поддерживают такие тенденции. Конечно, социальная реклама в городе нужна, но есть такие предприятия, которые до сих пор висят баннеры, которых уже в городе не существует. Есть у нас очень много баннеров, которые пришли уже в ветхое состояние. И они не украшают город, а более его позорят. Все-таки наш город очень красивый, зеленый. И вот такие флаги разорванные баннеры не делают визитку нашего города. Сами же владельцы рекламных баннеров зачастую уверены, что их объект носит информационный характер, а соответственно, согласно закону, его можно размещать без разрешения властей. Но тогда вывеска должна только сообщать о месте расположения торговой точки или организации. Если на вывеске указаны такие сведения дополнительные, как номера телефонов, электронные адреса, рекламные слоганы, то это уже считается рекламой. Ее необходимо согласовывать с администрации Ленского района и оплатить госпошлину в размере 5000 рублей и получить разрешение, срок действия которого составляет 5 лет.
Но не все рекламодатели и исполнители работают вразрез с законами. Профессионалы знают, какие процедуры необходимо соблюдать при размещении подобных объектов. И, конечно, согласны с вынесенным вердиктом Комитета имущественных отношений. Ну, конечно, надо ее демонтировать, либо получать разрешение в соответствии с регламентом, оплачивать за аренду. Вот. Должен быть порядок. Надо знать законы, да, и соблюдать их. Надо, да, знать и соблюдать их, и работать по-честному. Штрафы за незаконное размещение рекламы от 3000 рублей, в зависимости от объема и других аспектов. Яркие, а где-то уже и выцветшие, как, к примеру, вот это вывески зазывают прохожих зайти в магазин, парикмахерскую или фотосалон, что-то приобрести или получить платные услуги. А тем временем данных объектов на карте Ленска уже не существует. Но вот за демонтаж рекламных конструкций придется платить их владельцам. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В этом году планируется масштабный капитальный ремонт по обновлению и ремонту существующих газораспределительных сетей и строительству новых газопроводов по Якутии. В том числе среди намеченных планов в столице уже начаты работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги по улице Ильминская в столице». Рассказывает Алексей Лукьяненко. Вдоль улицы Ильминская в Сайсарском округе Якутска произойдет замена сети газораспределения низкого давления от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. На сегодняшний день полным ходом идут работы с помощью гидравлического молота для дальнейшей прокладки труб. Как рассказал экскаваторщик Олег Мартынович, в целом работы идут по графику. Вот только возникают некоторые трудности в связи с мерзлой землей. Работаем. Земля пока мерзлая, поэтому работа пока идет тяжело. Вот большие экскаваторы, землю пока долбим потихоньку. Работа идет по графику, все уложимся. Потом уже дорогу будут делать. Наша республика является одним из немногих субъектов Российской Федерации, самостоятельно осуществляющей газификацию населенных пунктов на своей территории. Общая протяженность газопровода, проходящего по улице Ильминская, составит более километра. Работу должны завершить до 31 мая, до начала дорожных работ, которые будут проводиться в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Это участок получается от улицы Чайковского до сквера Журавли над Ильменем. Это общая протяженность 300 км по прямому участку и еще ответвление для частного сектора. После строительно-монтажных работ будет уведомление для населения по пуску, по врезке, по пуску газа. То есть у нас будет на 2-3 дня будет отключение общее, квартальное. Где-то после окончания отопительного сезона, это будет первая половина июня месяца. Учитывая природно-климатические условия в республике, рост цен на топливно-энергетические ресурсы в стране, реализация программы газификации является приоритетным направлением деятельности главы правительства республики, направленным в первую очередь на повышение качества жизни населения. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Айсан Николаев провел совещание о ходе реализации комплексного инвестпроекта Жатайской судоверфи. Обеспечить проведение всех работ в соответствии с утвержденным графиком, параллельно вести работу по строительству транспортной и социальной инфраструктуры для сотрудников предприятия, также подготовке местных кадров. Такие поручения дал региональному правительству глава Якутии по итогам совещания. Айсан Николаев подчеркнул, что проект по строительству Жатайской судоверфи должен быть комплексным. Наряду с возведением высокотехнологичного объекта необходимо построить общежитие и жилой дом в Жатае для работников этого крупного будущего предприятия. Сегодня в Москве прошла совместная пресс-конференция главы Республики Айсана Николаева и президента Российской академии наук Александра Сергеева. Главная тема – это научно-технический потенциал Якутии и перспективы проведения в Заполярье различного рода исследований, которые в дальнейшем помогут развивать российскую и мировую Арктику. Подробности у нашего корреспондента в Москве Максима Кардозу.
Пресс-конференция длилась около 1,5 часов. Было очень много вопросов со стороны журналистов, и такой интерес к нашей республике, он легко объясним, потому что Якутия сегодня является флагманом в научно-техническом развитии, причем те исследования, которые проводятся в нашем Заполярье, они важны не только для нашей страны. Эти исследования могут применяться и в других странах. В начале встречи президент РАН вспомнил о своей недавней поездке в Якутию. Он посетил Якутск, также он говорил, что посетил Тикси. Это было очень интересно для него, потому что этот поселок будет в ближайшее время очень сильно развиваться, и основные исследования, связанные с холодом, связанные с космосом, с военными какими-то технологиями, они будут проводиться именно там. Также он подчеркнул, что сегодня необходимо провести большую научно-исследовательскую экспедицию в Якутии, потому что подобные экспедиции не проводились уже много-много десятилетий в нашем регионе, а они очень важны в первую очередь для того, чтобы, например, исследовать месторождения, которые есть в Арктике. Сегодня упомянули такое пегайское месторождение. Это месторождение уникальных алмазов, образованных от столкновения с метеоритом. В скором времени их собираются вроде бы добывать там, но для того, чтобы начать добычу, нужны действительно большие исследования. И вот что говорит президент РАН. Будет определенное количество добыта минералов, которые включают в себя вкрапления алмазов, с тем, чтобы можно было уже разобраться в реальных абразивных свойствах этих алмазов. По предварительным экспериментам их технические характеристики в плане абразивности, они существенно превышают то, что делается на существующих сейчас предприятиях по изготовлению технических алмазов. Если говорить о дальнейшем развитии Арктики, вообще это не только мы говорим о месторождениях, а о развитии поселков, которые там находятся, о развитии производства и научной деятельности, конечно же, здесь важна и энергетика. Айсен Николаев подчеркнул, что в этой области сегодня в Якутии, в нашем Заполярье тоже много делается и применяются экспериментальные технологии. Вот про одну из них он также рассказал, это малая атомная станция. Это будет наземная станция, но она будет первая наземная станция малой мощности, так называемая, 50 мегаватт. Вот. Принципиально все технические решения у Росатома есть. Мы определили район, где он должен быть, где она может быть расположена. Потенциальные площадки уже рассмотрены, даже публичные слушания уже у нас проходят так, в этой части по оценке воздействия на окружающую среду. И мы очень надеемся, что в скором времени мы уже перейдем к практической реализации проекта, и к 2028 году станция должна заработать. Наверное, самый популярный вопрос, который журналисты онлайн задавали, был связан с клонированием мамонта, и все, что с этим связано. На пресс-конференции сказали, что в этом направлении будут продолжаться исследования, которые сейчас идут. Никто не говорит, что это невозможно, и причем с развитием технологий вполне вероятно, что мамонта можно будет клонировать, тем более, что сейчас ученым уже удалось вырастить растения, доисторические семена которых были найдены в желудке доисторического животного. Также в Москве на Всероссийском кинофестивале под названием «Крымский кадр» фильмы о якутских народах из цикла «Земля людей» произвели настоящий фурор. Проект московских документалистов «Земля людей» ставит своей целью показать жизнь малых народов России такой, какой она есть. Так, первое место на конкурсе получил фильм под названием «Русско-Устьинцы. Под солнцем Арктики». В стенах постпредства Якутии в Москве уже состоялся показ этой ленты. Моя коллега Айсена Бурнашова расскажет все подробности. «Русско-Устьинцы. Под солнцем Арктики» – документальный короткометражный фильм. Съемки этой ленты проходили в прошлом году в Аллаиховском районе Якутии. Там, в низовьях реки Индигирка, живут потомки русских переселенцев 17 века. Это плясать ведь надо. Съемочная группа из Москвы отразила в фильме уникальную культуру, быт и промыслы русско-устьинцев, а еще традиции, которые культурно-этнографическая группа сохранила и пронесла сквозь века. Душевный и искренний фильм поразил жюри конкурса «Крымский кадр». Картина одержала победу в номинации «Многонациональный мир России». Когда человек находится внутри традиции, он больше защищен, чем иногда кажущиеся некоторые плюсы, которые могут нам быть очевидными, да, для современного городского жителя. Мы это просто увидели и показали в этом фильме. Надеюсь, у нас получилось.
Кроме того, фильмом церемонии закрытия крымского кадра стала лента «Юкагиры в созвездии оленя». Картину также снимали в Якутии. Жизнь тундровых юкагиров такая, какая есть в настоящее время, без постановок. Основная локация – село Андрюшкино. Главные герои – местные жители. Наши жители, конечно же, гостеприимно их приняли и очень серьезно подружились. Поэтому мы очередной раз ждем их. Надеемся, что наш фильм «Юкагиры» еще будут высокие номинации. В ближайшее время цикл фильмов «Земля людей» также пополнится новыми материалами о жизни и культуре народов ханты, манси, нивхов и нигидальцев. В Якутию съемочная бригада также вернется. В планах съемка фильма «Золото Якутии». Название ленты пока рабочее, отмечает команда. Старт съемок запланирован на этот год. Наша задача будет показать красоту республики в различных ее локациях. И то же самое показать этносы, особенно те, которые мы пока еще для телецикла не показали. А это и вены, и венки, это еще якуты, центральные, да, может быть, чукчи, не знаю, посмотрим. Айзена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. В Министерстве труда и соцразвития региона на 40% ускорился документооборот и на 20% сократились временные расходы. Об этом сообщил глава Якутии на круглом столе, посвященном результатам влияния пандемии на экономику России и темпам цифровизации. По словам Айсена Николаева, цифровая трансформация дает огромное сокращение временных и финансовых затрат, а также улучшает жизнь людей, которые могут получать госуслуги гораздо быстрее. Ранее глава региона говорил о планах в этом году все министерства Якутии вовлечь в проект под названием «Государственное управление 4.0», который направлен на системную реорганизацию модели госуправления. Практически уже на выходе у меня, можно сказать, большой указ по развитию общественного здоровья в Республике Саха-Якутия, на 10 лет вперед указ. Так, и, конечно, огромное место мы там уделили вопросам цифровизации. Мы считаем, что вот мы должны все-таки идти в области медицины, больше в сторону персонализированной медицины, вопросам профилактики, реабилитации и других направлений, которые очень важны сегодня, в том числе и даже медицинской генетики. Здесь, конечно же, без цифровизации, без работы с высокотехнологичным бизнесом нам никуда. И мы очень надеемся, что в этом направлении мы в ближайшие годы достаточно серьезный прорыв сделаем. Новый мэр Якутска вступил в должность. Инаугурация Евгения Григорьева состоялась в новом Центре культуры и современного искусства имени Гагарина в столице. Репортаж Петра Васильева. После 2,5 месяцев столица республики наконец-то обрела своего хозяина. Новоиспеченного мэра Евгения Григорьева представили публике. В начале инаугурации прозвучали гимны России и Якутии. Далее, по традиции, он принес присягу на 2 государственных языках. Он поклялся своей честью и совестью соблюдать Конституцию РФ и Конституцию Якутии, защищать интересы горожан и добросовестно исполнять возложенные на него обязанности. Новому главе вручили удостоверение градоначальника и, конечно же, символический ключ от города Якутска. Безусловно, сейчас у нас основной приоритет – это реализация национальных проектов. У нас короткий строительный сезон. Мы должны сейчас очень грамотно провести конкурсные процедуры, чтобы выйти с хорошими подрядчиками на выполнение тех задач, которые ставятся в рамках национальных проектов. Сразу после победы на выборах Евгения Григорьева поздравил и глава республики Айсен Николаев. Он выразил уверенность, что новоиспеченный мэр отлично справится с новой ответственной должностью и многое сделает во благо столицы региона. Напомним, досрочные выборы главы столицы завершились в конце прошлой недели. В понедельник, в начале нового дня, уже были известны результаты голосований. Так, по данным ТИК, Григорьев одержал победу с чуть более 44% голосов избирателей. Всего по столице отработало 122 избирательных участка. Кроме того, для тех, кто не имел возможности выйти в эти дни из дома, участковые комиссии сами выезжали на адреса. Выборы прошли со строгим соблюдением санитарных норм и требований, чтобы каждый желающий смог прийти и сделать свой выбор. Петр Васильев, Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Якутск.
Фестиваль грамотности продолжается в республике. Так, в преддверии Всемирной просветительской акции «Тотальный диктант» в Якутской национальной библиотеке открыли сегодня Центр грамотности. Более 100 печатных изданий на тему грамотности и русского языка, современные энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная литература, мастер-классы для библиотекарей и многочисленные образовательные программы. Все это теперь находится в одном месте. Центр грамотности – это место притяжения всех горожан, интересующихся лингвистикой и развитием своего языкового потенциала. Мы надеемся, что он будет регулярно обновляться, и как раз-таки вот наши партнерские взаимоотношения с фондом «Тотального диктанта» и фондом Центров грамотности России как раз-таки позволяет нам наладить такое взаимоотношение, чтобы всегда были обновления изданий. Тем временем команда исследователей в Якутске работает над созданием нового диагностического теста. Речь идет о причинах возникновения рецидивов и роста заболеваемости у населения. Новые результаты исследования называют уникальными. Почему, выяснял Алексей Лукьяненко. С помощью растрового электронного микроскопа наши ученые обнаружили на клетках крови наночастицы, которые позволили сделать фундаментальные результаты на примере шейки матки. Результаты, которые мы получили, могут лечь в основе таких вот диагностических методик, и прогностических методик, которые, возможно, дадут возможность врачам, онкологам, радиологам корректировать лечение для того, чтобы получать более такие хорошие результаты. То есть, чтобы исключить рецидивы, распространение метастазов. Действительно, на сегодня назрела необходимость в разработке новых подходов в их диагностике и терапии. Уникальность подхода наших ученых в том, что за решение проблемы взялись специалисты из разных областей науки и медицины. Это физики, биофизики, биохимики и даже математики с возможностью использования высокотехнологичного оборудования. Нами разрабатываются математические модели электронных пучков растрового электронного микроскопа на основе катода-шотки для улучшения качества изображения образцов. Таким образом минимизируются ошибки в результатах исследования и создаются новые представления о различных патологиях. Мы увидели определенные частицы, которые до нас никто не видел, потому что они были скрыты. И получается, что мы пришли с помощью вот этого дорогостоящего фундаментального исследования, мы пришли к определенным выводам. И эти выводы мы можем сейчас внедрить в практическую медицину. Сегодня существует проблема большого количества сложно диагностируемых заболеваний и позднее их выявление. Как уверяют ученые, на основе полученных знаний ученые могут создать тест-систему, которую можно будет применять достаточно широко. Алексей Лукьяненко, Георгий Григорьев, Якутск. Юноармейцы отряда воздушно-космических сил и учащиеся 8-10 классов информационно-технологического лицея 24 Нерюнгри принимают участие в республиканской олимпиаде «Старт в космос». В отряде юноармейцев ребята получают базовые знания об авиации, космосе, ракетной технике, рассказывает Екатерина Павлова. Отряду юноармейцев имени Героя Советского Союза, выдающегося полярного летчика Михаила Васильевича Водопьянова на базе информационно-технологического лицея номер 24 в Нерюнгри чуть больше года. Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. За этот год у нас уже вступило в ряды еще 7 человек, и наш отряд стал еще больше. И мы планируем вступление уже в мае младшего состава. Там будет около 10 человек еще. Это очень популярное движение. У нас в школе ребята хотят вступать в юноармейский отряд и продолжать вот это дело интересное. Сегодня воспитанники юноармейского отряда и школьники 8, 9, 10 классов ИТЛ-24, всего более 50 человек, участвуют в республиканской олимпиаде «Старт в космос». 1 апреля участники олимпиады дистанционно в течение 2 часов выполняли тестовые задания онлайн по математике и физике. Задания были достаточно сложные, где-то на 7 из 10. По сравнению с ОГЭ и с ЕГЭ это очень просто. На мой взгляд, мы справились с командой, с заданиями, но нам еще неизвестны результаты.
Сегодня, 2 апреля, участники Олимпиады будут выполнять задания по английскому языку и тест по истории и современному состоянию отечественной космонавтики. Согласно положению Олимпиады, победителей ждут разнообразные награды: посещение запуска космических аппаратов с космодрома «Восточный», профильная смена «Старт в космос» летнего образовательно-оздоровительного лагеря, участие в образовательной программе научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Результаты Олимпиады будут известны 10 апреля. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутске продолжается чемпионат республики по хоккею. Участие принимают 8 команд из разных районов. Это Нерюнгринский, Мирнинский, Ленский, Алданский, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский и Хангаласский районы. Наш телеканал и канал «Мамонт» проведут прямой эфир матчей. Трансляции пройдут 3 апреля в 14:30 и 19:30 по местному времени, а в воскресенье в 11:30 и 14:30. Полуфиналы в группе «Б» определились. Там уже у нас будут играть команды Усть-Алданского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского и Намского районов. А сегодня вот разыграют в группе А, кто у нас попадает в первый полуфинал А. Это команды Мирнинского, Нерюнгринского, Алданского и города Якутска. Ну а в Алдане стартовало первенство по лыжным гонкам среди школьников. На лыжню вышли более 150 детей и подростков, а главные спортивные события сезона 4-я спартакиада соберет на алданских трассах сильнейших спринтеров, также юниоров и мастеров спорта. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. На лыжных трассах лыжно-биатлонного комплекса Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва забытое оживление. На старт выходят школьники. В первенстве по лыжным гонкам силами померятся более 150 юных спортсменов из 12 районов Якутии. Настроение нормальное. Тут я уже многократно участвовал. Лет 5, наверное. Я настроена на победу, хотя я только 2-й раз участвую. Первые соревнования для меня прошли достаточно легко. Есть воля, но победить хочу. В первенство включит состязание по 3 дисциплинам на дистанциях от 3 до 10 километров. Соревнования проходят в рамках подготовки к международным спортивным играм «Дети Азии», которые пройдут в 2023 году. По итогам этого первенства будет сформирована сборная команда республики для участия на первенствах России, а также будет сформирована сборная команда «Детям Азии», которые пройдут 2-е игры в городе Кемерово. Первенство по лыжным гонкам среди школьников предваряет 4-ю спартакиаду зимних видов спорта. Спортивный праздник будет проведен как чемпионат республики. В этом году спартакиада будет, но она будет в рамках чемпионата республики. И все равно в условиях пандемии это будет не тот праздник, к которому мы привыкли. Это будет мероприятие без зрителей и, конечно же, не в том масштабе. В спартакиаде примут участие сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры, мастера и ветераны лыжного спорта. Для болельщиков и поклонников лыжных гонок старты и забеги будут транслироваться в режиме онлайн и по телевидению. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. В завершение выпуска о погоде синоптики прогнозируют сильный северо-западный ветер в Алданском и Нерюнгринском районах 3 апреля. Ожидается порывистый северо-западный ветер до 15-18 метров в секунду, метель. Ну а в Якутске 3 апреля будет преимущественно без осадков, северо-западный ветер 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 20-22, днем будет минус 10, минус 12. Таковы итоги дня сегодня. Корреспонденты Якутии-24 следят за развитием. Оставайтесь с нами, смотрите нас и будьте всегда в курсе.